Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туир Пиров. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, посетили Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни и сдали в эксплуатацию новый учебный корпус факультета русского языка и литературы. 29 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, посетили Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни и сдали в эксплуатацию новый учебный корпус факультета русского языка и литературы. Учебный корпус построен в свете образовательной политики правительства Республики Таджикистан за счет специальных средств университета в современном стиле и будет способствовать улучшению качества обучения. Образовательный объект состоит из подвального помещения и 5 этажей. Предназначен для обучения более 1100 студентов в 2 смены. Согласно проекту, в здании имеются 8 рабочих кабинетов, 14 просторных аудиторий, лингофонный кабинет на 32 места, центр приема экзаменов на 120 человек, зал культуры на 700 мест, музей и подсобные помещения. Зал культуры находится на 1-м этаже, имеются широкие возможности для проведения научных, массовых и культурно-развлекательных мероприятий. Здесь также имеется уголок природы Таджикистана, музей, охватывающий 3 исторических периода, в том числе древнюю историю таджикского народа, период до независимости, период государственной независимости и историю деятельности этого университета. Просторные классы, в которых созданы хорошие условия для учебы, расположены на верхних этажах здания. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что в этом красивом современном здании будут готовить на высоком профессиональном уровне специалистов по русскому языку и литературе для национальных школ, по русскому и английскому языкам и литературе, и по современному русскому языку в качестве переводчиков, потому что основной целью создания этого учебного корпуса является реализация государственной программы совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков на период до 2030 года. Следует отметить, что учебный процесс в Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни налажен на отделение дневного и дистанционного обучения по системе кредитного обучения в соответствии с государственными образовательными планами и программами. Достижения университета в направлении международного сотрудничества значительны. В текущем году 89 специальностей университета прошли международную институциональную аккредитацию и получили специальный сертификат. Это высшее образовательное учреждение наладило сотрудничество с более 120 зарубежными учреждениями в сфере науки и образования, в том числе академический обмен преподавателями и студентами. В настоящее время в университете имеется 11 учебных корпусов, 6 общежитий для преподавателей и студентов, 14 факультетов, 63 кафедры и 89 специальностей, из которых 73 педагогического профиля. В целом в университете обучается 18 тысяч студентов по установленным специальностям. В этом университете также обучаются иностранные студенты из 16 стран мира, что свидетельствует о высоком авторитете и слиянии университета в регионе и мире. Число студентов, обучающихся по президентской квоте, составляет 1600 человек, из них 936 девушек. С целью повышения уровня профессиональных знаний студентов в сфере биологии и географии руководством университета в 2023 году в парке «Агробиолаборатория» построен и сдан в эксплуатацию двухэтажный учебный корпус для практических занятий. Для своевременного выполнения поручений и указаний главы государства относительно связи науки с производством в технологическом парке при университете налажено производство столов и стульев для средних общеобразовательных учреждений и высших профессиональных учреждений, столовых, кресел для залов заседаний, трибун, книжных шкафов, кровати и выпуск плакатов. Студенты нашего факультета очень рады и безумно благодарны нашему многоуважаемому президенту Эмомали Рахмону. Ведь именно благодаря его стараниям для нашего факультета построили новый корпус, в котором созданы все условия для лучшего изучения русского и английского языка.
Посещение лидером нации этого университета и сдача в эксплуатацию еще одного современного учебного корпуса – важное, радостное историческое событие для профессорско-преподавательского состава и студентов этого храма науки и просвещения. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомившись с созданными условиями в новом учебном корпусе Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, подчеркнул необходимость улучшения качества обучения и воспитания, подготовки на высоком профессиональном уровне специалистов сферы образования, изучения иностранных языков, отметил, что это профессиональный долг и первостепенная ответственность преподавателей, так как процветание каждого государства и народа напрямую связано с неуклонным развитием системы образования и подготовкой на этой основе высококвалифицированных кадров. В Душанбе президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, сдали в эксплуатацию новое здание регионального центра защиты и обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана. 29 октября в Душанбе президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, сдали в эксплуатацию новое здание регионального центра защиты и обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана. Центр подготовлен при непосредственной поддержке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, на сумму 47 миллионов самани из государственного бюджета и средств иностранных партнеров по развитию. Строительные работы начались в 2021 году и завершились в 2024 году. Новый объект имеет 4 этажа и построен на площади 35 соток современным архитектурным дизайном. В ходе презентации лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что центр располагает 16 инновационными научно-исследовательскими лабораториями в области химии, биологии и уникальными научными лабораториями в области иммунологии, вирусологии, биологической безопасности и ядерной криминалистики, которые служат для изучения диагностики химических, биологических и ядерных материалов. Лаборатории оснащены новым современным оборудованием и технологиями и подготовлены для проведения исследований, диагностики и анализа на основе международных стандартов. Открытие этих лабораторий осуществляется с целью реализации программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования и закладывает основу для своевременного проведения фундаментальных исследований в отечественной науке. С открытием лаборатории будет сделан важный шаг в укреплении безопасности и научного потенциала не только в Республике Таджикистан, но и во всем регионе Центральной Азии. В целях расширения международного сотрудничества и выполнения научно-исследовательских работ на уровне мировых стандартов Центр подписал меморандумы о сотрудничестве с Институтом ядерной физики Узбекистана и Казахстана. Современный объект также предоставляет свои лабораторные услуги для стран региона, обеспечивая доступ к качественному анализу и исследованиям для решения проблем, связанных с безопасностью. Современный центр служит платформой для обмена опытом, проведения научных конференций и семинаров в будущем, способствует формированию научного сообщества, ориентированного на решение вопросов физической безопасности и предотвращения распространения химических, биологических, радиационных и ядерных материалов. В этом контексте открытие центра отражает стратегические долгосрочные приоритеты Республики Таджикистан в укреплении безопасности и развития науки в регионе, а также подтверждает приверженность нашей страны международным обязательствам в сфере нераспространения оружия. Для поддержки молодых ученых предусмотрено 12 спальных мест, обеспечивающих комфортные условия для проведения исследований и обмена знаниями между учеными из разных стран. В центре имеются 4 специальных класса, где проходит обучение представителей правоохранительных органов и силовых ведомств, повышая свои знания и навыки в области противодействия угрозам, связанным с оружием массового уничтожения и химическим, биологическим, радиационным и ядерным терроризмом. Образовательные программы предназначены для привлечения специалистов из Республики Таджикистан и Республик Центральной Азии к повышению квалификации. В связи с этим Центр считается одним из крупнейших региональных учреждений по подготовке кадров.
После ознакомления с условиями объекта президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку строительству и установке лабораторного оборудования центра и полезные рекомендации по эффективному использованию для развития и укрепления таджикской науки и представления достижений таджикских ученых на международной арене. После торжественной церемонии открытия лаборатории глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с 5 новыми проектами строительства зданий научно-исследовательских центров. Было сообщено, что 3 проекта реализуются на основе сотрудничества Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой. Эти проекты направлены не только на проведение совместных научно-исследовательских работ, но и на укрепление дружбы народов двух дружественных стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Проект здания научно-исследовательского института новых электромобилей состоит из 3 этажей. Общая площадь здания составляет 2000 квадратных метров. На объекте готовятся учебные классы, учебный центр по электромобилям, лаборатория технической диагностики, учебный центр по дополнительным частям электромобилей, научно-исследовательские центры и административный цех, учебный зал на 150 мест и столовая на 60 мест. Здание будет располагать современными интеллектуальными учебными кабинетами, оснащенными передовым учебным оборудованием. Согласно проекту, здание Центра экспедиции и проверки полезных ископаемых будет состоять из 2 этажей общей площадью 2500 квадратных метров. Здесь разместятся информационный центр, конференц-зал на 30 мест, рабочие кабинеты и химико-аналитическая лаборатория по проверке свойств материалов, комната реагентов, хранения остатков опасных и токсичных веществ. Целью создания Центра проверки и испытаний полезных ископаемых является анализ и исследование подземных месторождений полезных ископаемых, а также изучение и анализ химического и физического состава почвы. Согласно проекту, здание научного центра информационных технологий будет состоять из 3 этажей, его общая площадь составит 2000 квадратных метров. Здесь будут размещены информационные центры, диспетчерский зал, программные и сетевые лаборатории, мультимедийный кабинет и центр управления, а также лекционный зал. В ходе презентации проекта Международного учебного центра по противодействию терроризму с применением оружия массового уничтожения и химических, биологических, радиационных и ядерных материалов Национальной академии наук Таджикистана было сообщено, что он предназначен для предотвращения неблагоприятных явлений современного мира, в том числе терроризма и экстремизма, с использованием оружия массового уничтожения, химических, биологических, радиационных и ядерных материалов и с использованием других современных методов. Здание Международного центра состоит из 10 этажей, его строительство запланировано на площади 40 соток земли. Проект 5 представляет собой здание филиала агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана в Хатлонской области, строительство которого запланировано в Бохтаре. Здание будет состоять из комплекса 2- и 3-этажных корпусов и будет построено на площади 12 соток земли. В здании предусмотрено строительство лабораторий, рабочих кабинетов для работников сферы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, конференц-зала и современных оборудованных аудиторий. Было сообщено, что строительство здания и его оснащение осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Таджикистан и Международного агентства по атомной энергии. После ознакомления с проектами строящихся объектов президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам конкретные указания и поручения по контролю над качественным выполнением работ и привлечению местных специалистов. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, на базе Министерства транспорта Республики Таджикистан сдали в эксплуатацию государственное унитарное предприятие «Центр цифровизации транспортной сферы», Международный региональный центр транспортной дипломатии и государственное унитарное предприятие «Институт проектирования транспортных объектов». Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, на базе Министерства транспорта Республики Таджикистан сдали в эксплуатацию государственное унитарное предприятие «Центр цифровизации транспортной сферы», Международный региональный центр транспортной дипломатии и государственное унитарное предприятие «Институт проектирования транспортных объектов». В начале
начале глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью государственного унитарного предприятия «Центр цифровизации транспортной сферы». Объект создан на основе указаний и поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках реализации цифровизации сферы дорог и транспорта. С внедрением цифровой системы управления стало возможным регулирование движения транспортных средств в самых отдаленных районах. Из 30 модулей цифровизации, имеющихся в министерстве в настоящее время, 13 модулей используются для оснащения дорожно-строительных машин GPS и контроля их эффективной работы, а также для предотвращения движения тяжеловесного транспорта через современные динамические весы, подключенные к центру. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что создание колл-центра по сокращенному номеру 8808 модернизирует процесс получения разрешений пропусков, путевых листов или запросов на транспортные средства для перевозки груза. Колл-центр позволяет своевременно принимать заказы со всех уголков страны и за ее пределами по направлениям грузоперевозок, пассажирских перевозок, получения проездных и грузовых билетов. Центр состоит из управления по системе руководства дорожными активами, управления программистов и информационной безопасности, управления интеллектуальной транспортной системой и цифровой логистики, каждый из которых создает условия по направлениям деятельности, включая полную инвентаризацию и паспортизацию дорожных активов, программирование модулей, цифровизации отраслей и реализацию всех программ, разработанных на основе требований 30 отраслевых модулей. Электронная система центра подключена к окну налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан и Агентства по инновациям, способствует упрощению процесса оказания транспортных услуг. Кроме того, все грузовые перевозки и местонахождение груза размещаются в базе данных в электронном виде и охватываются услугами по заказам клиентов и предприятий. В этом контексте удалось достичь значительного прогресса в направлении международного сотрудничества. При этом налажено тесное сотрудничество с Исламской Республикой Пакистан. Грузы доставляются из морских портов беспрепятственно и по низким ценам. В целом деятельность центра обеспечивает предоставление всех транспортных услуг, статистической отчетности, анализа и планирования в электронном виде. Прозрачно, а коррупционные и скрытые экономические действия значительно снижаются. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также ознакомился с деятельностью Международного центра региональной транспортной дипломатии, основной целью создания которого является подготовка отраслевых специалистов и экспертов международного уровня к участию в переговорах, то есть повышение уровня их дипломатических знаний для предоставления, продвижения и защиты транспортных интересов страны, а также укрепления транспортных позиций республики в регионе. Для продвижения деятельности в сотрудничестве с Международным центром международной транспортной дипломатии налажено сотрудничество с партнерами по развитию для привлечения иностранных инвестиций, в то же время для развития взаимного сотрудничества со странами Центральной Азии решено привлекать ведущих экспертов из соседних стран и стран-партнеров в качестве координаторов последующих программ и налаживать плодотворное сотрудничество для выработки единой региональной транспортной политики. В Министерстве транспорта с участием главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, также начала свою деятельность после реконструкции лаборатория государственного унитарного предприятия «Институт проектирования транспортных объектов». Лаборатория состоит из секций испытаний бетона и песка, гравия, асфальта и битума, химических материалов, экологических испытаний и предпроектных работ. Она оснащена новым современным оборудованием. В настоящее время, помимо всего этого, в распоряжении лаборатории имеются еще 2 передвижные лаборатории, оснащенные необходимым диагностическим оборудованием и принадлежностями, современными геологоразведочными приборами, что еще больше расширяет ее возможности в проведении испытательных и контрольных работ. Необходимое современное оборудование, а также интеллектуальный и квалифицированный потенциал сотрудников в области проектирования позволяют лаборатории проводить испытания по определению физико-механических свойств грунтов, бетона, железобетонных изделий, асфальта, нефтяного битума, минерального порошка, гравия, песка, воды и горных пород, а также предоставлять
предоставлять необходимые цифры, факты и информацию проектировщикам. В рамках проведения испытаний с использованием типового традиционного современного технологического оборудования по различным методам от отбора, сортировки и получения образцов материалов до подачи заключения проводится более 100 видов испытательных операций. Также у входа в Министерство транспорта президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку современной дорожно-строительной техники и отраслевого контрольного оборудования. Новые структуры, идущие в ногу со временем, приводят систему деятельности и процесс оказания услуг в области дорог и транспорта в соответствии с международными стандартами и являются фактором устойчивого развития, которое постоянно регистрируется со значительными достижениями. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, посетили предприятие по производству сэндвич-панелей в районе Сино, столицы. 29 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, посетили предприятие по производству сэндвич-панелей в районе Сино, столицы. Предприятие по производству сэндвич-панелей в рамках указания на пуст лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в честь великого национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и с целью достижения 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны создана компания Душанбе Сануат на площади 7172 квадратных метра. Технологическая линия оборудования предприятия импортированы из Китайской Народной Республики и установлены, налажено производство качественной и конкурентоспособной продукции. Сэндвич-панель – это строительный материал, изготавливаемый из 3 видов сырья – жести, полиуретана и ремней с горячим или холодным напором. Продукция предприятия по назначению делится на потолочные и настенные панели, которые в основном используются для дизайна производственных предприятий, холодильных камер, объектов различного назначения, покрытия крыш высотных зданий и холодильных установок с целью сохранения холодной и теплой температуры. Лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, сообщили, что производственная мощность предприятия в день составляет 960 квадратных метров. В год 276 480 квадратных метров. На предприятии 25 человек обеспечены рабочими местами, которые охвачены обучением рабочей системы современного монтажного оборудования у специалистов Китайской Народной Республики. До сих пор эта продукция импортировалась из-за границы. Теперь с вводом в эксплуатацию предприятия по производству сэндвич-панелей в Душанбе стоимость этого вида продукции для населения снизится, а доступ станет проще. Создание и сдача в эксплуатацию еще одного нового предприятия в Душанбе и налаживание производства импортозамещающей продукции осуществлены в рамках созидательной политики председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Эту инициативу лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, расценил как достойную примера. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выставкой продукции созданного предприятия и других цехов компании Душанбе Сануат. На выставке были представлены бетонные изделия для каменных настенных плит, бетонные трубы, берегоукрепительная продукция, бетонные столбы для линий электропередачи, продукция бетонно-смесительных установок для производства бетона М100, 150, 200, 350 и 400, металлические столбы для линий электропередач, решетки, ворота, различные скамейки, ящики для отходов, лестницы, оборудование для производства оксигена, переработки древесины, производства пластиковых окон и строительных материалов. В ходе посещения выставки лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания ответственным лицам по увеличению производственной мощности, созданию новых рабочих мест, расширению перечня качественной промышленной продукции и внесению вклада в развитие национальной экономики и в дальнейшем принимать как можно больше мер. Компания Душанбе Сануат на площади 253 400 квадратных метров наряду с деятельностью ряда производственных цехов также создала теплицу, где выращиваются декоративные цветы и цитрусовые. Эффективное использование земель является основным источником озеленения и разведения цветов вокруг цехов и обеспечения работников цитрусовыми.
Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дали старт деятельности компании «Арк Сануат». После ознакомления с процессом деятельности и производством глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку продукции предприятия. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дали старт деятельности компании «Арк Сануат». Предприятие «Арк Сануат» построено предпринимателем Рустамом Рахимовым в районе Сино города Душанбе. Направлением деятельности предприятия является производство прохладительных напитков и пива. В нем выпускается 28 наименований продукции в соответствии с требованиями отечественных и мировых стандартов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что технологические линии предприятия импортированы из самых престижных мировых компаний. Проектная мощность предприятия в год составляет 8 миллионов банок прохладительных напитков. Его продукция представлена на потребительском рынке в различных формах и объемах. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что технологические линии предприятия импортированы из самых влиятельных американских и европейских компаний, в том числе из таких стран, как Канада, Италия и Чехия. С созданием и вводом в эксплуатацию новых промышленных объектов 40 местных жителей обеспечены работой и достойной заработной платой. Сборка новых производственных линий, которая состоится в ближайшем будущем, будет способствовать увеличению производственных мощностей, ассортимента продукции и количества сотрудников. Сырье поставляется из страны и частично импортируется из-за рубежа, хранится на специальных складах в соответствии с требованиями. Конечный продукт перед оборотом диагностируется специальными методами в лаборатории предприятия. Специалисты проверяют его состав и безопасность с помощью современных устройств. После ознакомления с процессом деятельности и производственным потенциалом глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку продукции предприятия и назвал инициативу предпринимателя образцом для подражания. Согласно статистическим данным, с начала 2024 года по настоящее время в Душанбе построено более 100 новых промышленных объектов. На этих предприятиях около 2000 жителей обеспечены работой и хорошей заработной платой. На основе постоянного внимания и поддержки главы государства к частному сектору имеющиеся возможности и потенциал широко используются предпринимателями. Этот процесс закладывает основу для устойчивого развития экономики, создания новых рабочих мест, повышения промышленного потенциала страны и конкурентоспособности. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в микрорайоне Пахтакур района Сино столицы дали в эксплуатацию государственное учреждение по подготовке высококвалифицированных военных кадров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в микрорайоне Пахтакур района Сино столицы сдали в эксплуатацию государственное учреждение по подготовке высококвалифицированных военных кадров. Данное государственное учреждение предназначено для подготовки офицерских кадров с высшим военным образованием. Строительные работы на объекте были начаты в 2020 году и завершены в течение 4 лет с высоким качеством и современным дизайном. Для подготовки качественного обучения в учреждении созданы все необходимые условия с нужной инфраструктурой. Государственное учреждение по подготовке высококвалифицированных военных кадров состоит из 7 зданий. В его главном корпусе имеются учебно-диагностические классы, библиотека, 4 зала заседаний и другие кабинеты с необходимыми современными условиями, предназначены для обучения 640 человек. Для обеспечения офицеров спальными местами созданы 2 казармы для 688 коек. Для закаливания и выполнения спортивных упражнений в учреждении построен просторный спортивный зал с возможностями проведения игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Здание столовой рассчитано на 450 человек и оснащено необходимым современным оборудованием.
В другой части территории учреждения построено здание гостиницы на 132 человека в один прием. Гостиница создана с учетом современных условий и возможностей в соответствии с мировыми требованиями. Состоит из 96 комнат, 3 залов заседаний и других вспомогательных комнат. Рядом с гостиницей построено двухэтажное жилое здание для специалистов. Также для проведения других спортивных соревнований построена футбольная площадка в соответствии с международными стандартами. Все здания данного государственного учреждения оснащены современной централизованной системой вентиляции и отопления. Территория объекта полностью освещена и украшена декоративными цветами и деревьями. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с условиями обучения, работы и отдыха призвал специалистов и других ответственных лиц уделять серьезное внимание улучшению качества обучения и подготовки опытных офицеров. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в зале заседания провел встречу с руководством и сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур, дал им конкретные поручения по эффективному и целевому использованию условий, созданных в новом военном учреждении, и устранению серьезных недостатков в их деятельности. При этом глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность правительству Китайской Народной Республики за безвозмездную финансовую и техническую помощь в строительстве этого учреждения. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил всех участников встречи с 30-летием принятия Конституции, открытием еще одного высшего образовательного учреждения и с Днем таджикской милиции, который будет отмечаться 10 ноября. Глава государства высказался о создании благоприятных условий для обучения и подготовки высококвалифицированных кадров, о роли правоохранительных органов в обеспечении верховенства закона и общественного порядка, обратил внимание присутствующих на ряд угроз и опасностей, таких как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков, поставил конкретные задачи перед работниками правоохранительных органов для усиления борьбы с ними. В связи с сегодняшней ситуацией в мире было отмечено необходимым, чтобы ответственные лица соответствующих структур уделяли первостепенное внимание вопросам охраны мира и стабильности, укрепления столпов государственности и упрочения оборонной мощи государства. Лидер нации также подчеркнул вопрос о необходимости усиления работы в направлении соблюдения требований национальных законов, об ответственности за обучение и воспитание ребенка и об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан. Президент страны целью создания государственного учреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров назвал совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров и проведение в соответствии с требованиями времени учебных программ в высших профессиональных учреждениях страны. Была выражена уверенность, что с использованием созданных лучших возможностей, в том числе современных оснащенных классов и залов, других условий, отвечающих международным нормам, улучшится процесс подготовки специалистов. При этом будет использоваться лучший опыт образовательных учреждений, органов правопорядка передовых стран мира. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководителям и ответственным лицам учреждения при подготовке специалистов и усовершенствовании их специальностей придавать серьезное значение вопросам профессионального характера, расширять мировоззрение обучающихся, учиться делать выводы, анализировать ситуацию и в соответствии с анализом принимать правильные решения. В завершении своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что обучающиеся в новом высшем образовательном учреждении совместно с другими структурами и органами будут добросовестно прилагать усилия в направлении выполнения своих служебных обязанностей, то есть в направлении обеспечения общественного правопорядка, спокойствия и стабильности в обществе, борьбы со всякого рода правонарушениями. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.